О самых заметных событиях среды 19 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Меры поддержки мобилизованных добровольцев и их семей обсудили в Госсобрании Илтумен Республики. Расскажем подробности. Он спасал раненых и сослуживцев. Наш корреспондент встретился с участником специальной военной операции в Нерюнгри. Фестиваль профессий стартовал в Якутске. Проект даст возможность учащимся пройти профориентацию и определиться с будущей профессией. Площадка для множества проектов и встреч. 5 лет со дня открытия отмечает исторический парк «Россия. Моя история». А в Русском театре готовятся к премьере. На сцене покажут постановку по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого». Транспорт на переправе Якутск-Нижний Бестях до ее закрытия будут перевозить по летним тарифам. В связи с теплой погодой в центральной части республики закрытие паромной переправы ориентировочно перенесено на 25-27 октября. Сейчас на перевозках заняты 12 судов. Также для грузовых автомобилей, перевозящих продовольственные товары и корма для сельхозживотных, будет действовать летний тариф на теплоходах, входящих в состав управляющей организации «Паромы Якутии» и работающих на переправе Якутск-Нижний Бестях. Меры поддержки мобилизованных добровольцев и их семей обсудили в Госсобрании Илтумен Республики. В обсуждении приняли участие народные депутаты, руководители министерств и ведомств, представители государственных учреждений и другие гости. Главная цель совещания – рассмотреть острые вопросы, касающиеся граждан, которые исполняют свой долг на специальной военной операции и их семей. Напомним, с прошлой недели начал работу Координационный центр. Координационный центр будет заниматься именно вопросами мобилизованных граждан. Те, кто уже находится, скажем, в зоне военной операции, те, кто вернулись, те, кто мобилизованы. Это все вопросы теперь будут проходить через этот координационный центр. Мы знаем, как за нас, за нашу родину сражались наши деды, прадеды во времена Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение тоже должно равняться на своих предков и тоже защищать свою родину. Об этом заявила генеральный директор Фонда Республики по защите прав дольщиков Наталья Чусовская. Также она отметила, что сотрудники фонда продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Нынешнее поколение тоже должно равняться на своих прадедов, дедов и тоже защищать свою родину, потому что все-таки 4 региона – Донбасс, Запорожье, Луганщина, и Херсонщина – они вошли в состав Российской Федерации. Это уже территория Российской Федерации, это территория нашей страны, и мы должны их защищать. Герой – человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества. Эти слова Юлиаса Фучика как нельзя лучше характеризуют героя нашего следующего сюжета. Иван Лазаренко встретился с участником специальной военной операции нерюнгринцем Данилом Васильевым. В 2019 году Даниил решил связать свою жизнь с армией. 18 лет ушел по призыву и, отслужив, продолжил защищать родину на службе по контракту. Получив небольшое ранение, он вернулся на родину. 21-летний юноша сейчас учится в Южно-Якутском технологическом колледже. Свое будущее он решил связать со службой в МЧС и посвятить себя спасению людей. Я понял, что общая структура армии и МЧС, вообще пожарные спасатели, они общие, по мне, я уже знаком с этой структурой, поэтому решил обучиться, а потом пойти в структуру МЧС, либо пожарным, спасателем, там уже, поэтому. Так, вчерашний школьник, один из тысяч ребят, посещающих средние общеобразовательные школы по всей республике, стал взрослее за несколько месяцев. Рос с обыкновенным пацаном, и двойки мог получить, и уроки мог прогулять. Но Данила отличало упрямство, такой настойчивый характер. Он мог поспорить на уроке с учителем, например, литературы, и отстаивать свою точку зрения. Данил занимался в нашем школьном
патриотическом военном клубе «Беркут». В 10 классе, как и многие мальчишки, принимал участие в военно-полевых сборах. И в старших классах, например, он искал себя в творчестве, писал стихи и даже читал их со сцены на наших школьных концертах, например, ко Дню учителя. В составе группировки российских войск Даниил оказался в буферной зоне проведения специальной военной операции на Украине, в самой гуще боевых действий против украинских националистов. И именно там, во время одного из боев, рискуя своей жизнью, Даниил спасал своих раненых сослуживцев. Я все-таки взял товарища, ему осколок в каску прилетел там в ногу, но каска ему жизнь спасла, там большая вмятина такая была. Он как бы что-то кричал, лежал, я его поднял, взял свое оружие, его пулемет, его поднял, дотащил до машины, рядом с машиной сели. Там быстро сгруппировались, всех друг друга перевязывали, помогал в перевязке и вытаскивал товарищей. Чувство локтя, ответственность за жизнь боевых товарищей, слаженность при выполнении боевых операций. Эти качества стали самыми важными, ведь именно они дают уверенности в себе и в тех, кто рядом, там, где нет права на ошибку. Я подумала, ну вот какое качество Данила отличало, что вот он так проявил себя героически. И могу сказать, что простой, надежный, сдержанный, немногословный парень, проявил себя так в трудную минуту. Наверное, в течение школы и в семье, и в школе взращивались вот такие черты характера, как стойкость, преодоление себя в чем-то. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, пулеметчик мотострелковой роты Даниил Васильев награжден медалью за отвагу. Вручая государственную награду, глава республики Айсен Николаев отметил, эти ребята – настоящие герои, на примере которых должно воспитываться подрастающее поколение. Иван Лазаренко, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Идем далее. В Мирном проблемы со стихийными свалками остаются нерешенными, несмотря на то, что ежегодно мэрия направляет около 2 миллионов рублей на вывоз мусора. Кто несет ответственность за такие свалки и намерены ли исправить ситуацию муниципальные власти? Об этом узнавали наши коллеги. Этим видеокадрам 12 лет. Тогда наш коллега снимал сюжет о свалках в частном секторе. С тех пор ничего не изменилось. Городской бюджет ежегодно выделяет около 2 миллионов рублей, а коммунальщики собирают тонны мусора по всему сектору. В идеале жители частного сектора должны заключить договор с рекоператором. На одного человека в год такая услуга примерно 1200 рублей. Однако собственников такая схема не устраивает. Проще выкинуть мусор за забор. В итоге зловонием месяцами дышат и жители, и прохожие. Зимой попроще, от заледеневших отходов не такой сильный смрад. А управу на грязнуль найти не так-то просто. К сожалению, штрафы на настоящее время низкие, от 1 до 2 тысяч рублей на физлицо за то, что он выбрасывает мусор в неположенном месте. Но при этом надо его поймать за руку и оформить еще. Это необходимо находиться и караулить его постоянно. Для этого надо создавать какое-то отдельное подразделение. Чтобы все же заключить договор на вывоз мусора жителям частных домов, нужно обратиться в МПЖХ. Собственников проконсультируют по номеру 47017. По условиям договора рекоператор возьмет на себя вывоз и мелкого, и крупногабаритного мусора и установит контейнерные баки для удобства. Тем временем проблема с мусорными завалами в Мирном существует не только в частном секторе и у многоэтажек. Пригород тоже чистым не назовешь. С января по сентябрь рабочие вывезли около 3000 кубометров хлама. Объем 239 КАМАЗов. Но дело не в объемах, а в том, что это мартышкин труд. Сегодня в Мирном есть 6 крупных несанкционированных свалок. Коммунальщики разбирают их, а мусорные горы со временем вырастают снова на тех же местах. Борьба со свалками в черте города была одним из пунктов предвыборной кампании новоизбранного мэра Алексея Тонких. На днях он посетил проблемные участки. Решать этот вопрос градоначальник хочет комплексно. Предложение сейчас смотрим, каким образом все же это сделать. В первую очередь, конечно, работать с людьми. Потому что люди должны понимать, что чисто не там, где убирают, а именно там, где не мусорят.
Одно из решений муниципалитета – отдельные отсеки для крупного мусора на контейнерных площадках. Ненужную мебель и бытовую технику горожанам предлагают выбрасывать в нишу. С прошлого года в городе заменили 32 таких отсека. В следующем году усовершенствуют еще столько же. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Фестиваль профессий стартовал в Якутске. Проект даст возможность учащимся с 6 по 11 классы пройти профориентацию и определиться с будущей профессией. А вот с помощью чего, об этом расскажет Сарглан Неустроева. Фестиваль профессии – это нестандартная профориентация школьников. Простого прохождения теста здесь недостаточно. Важно понять все на практике. В течение нескольких дней участники фестиваля проходят так называемые профессиональные пробы. То есть по-настоящему на пару часов погружаются в ту профессию, которую выбрали. Вот вчера, например, мы были в Якутском медицинском колледже, еще на нескольких площадках. То есть не только с точки зрения ума, да, и сознания понять, что тебе интересно, но попробовать руками. Это очень важно, потому что тогда на самом деле школьники готовятся к серьезному профессиональному выбору, куда им идти, на какую профессию, какую ступень образования выбирать, колледж или вуз. Современный мир развивается очень динамично, и как раз такие профориентационные проекты помогают школьникам угнаться за этим развитием. Подготовку в данном случае проходят даже специалисты школ, становясь педагогами-навигаторами. Именно они помогают школьникам определиться с будущей профессией и следят за динамикой их обучения после профориентации. У нас 120 детей, как по квоте, значит, с нашей школы уже участвуют в проекте. Они являются участниками проекта «Билеты в будущее». 4 класса. В этом году мы взяли 2 шестых класса, 8 и 9. 2 шестых почему? Потому что мы хотим проследить, значит, как будет их расти осознанность, как будет формироваться их осознанность где-то к 9 классу при выборе профессии. Сами шестиклассники к участию в проекте подходят по-разному. Кто-то с энтузиазмом, а кто-то сомневается в результатах тестирования. Однако каждый из них считает фестиваль интересным опытом. Мне понравилось, то есть там можно узнать что-то новое про себя. Мне нравится еще математика. У меня есть варианты, но я не уверена, что они тоже для меня, поэтому я сейчас думаю еще. Вот. Нужно решить до 9 класса. Как ты думаешь, фестиваль тебе поможет в выборе? Надеюсь, что да. В республике проект проводится в первый раз с 18 по 22 октября. В течение нескольких дней на базе музея «Россия. Моя история» порядка 800 учащихся на практике проверят себя в 15 профессиях 4 отраслей – цифровой, креативной, здоровой и индустриальной. Сам фестиваль проводится в рамках национального проекта образования. По стране он стартовал еще в прошлом году в Санкт-Петербурге. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Определиться с будущей профессией смогут и школьники Мирнинского района. Управление образования впервые проводит профориентационную неделю для учеников 8-11 классов. Во всех школах Алмазного края пройдут встречи с представителями вузов, СУЗов, сотрудниками компаний и государственных органов. Неделю профориентации открыла Северная площадка. В Удачном прошла встреча с преподавателями Мирнинского политехнического института. Работники вуза рассказали о профессиях, на которые можно учиться в родном районе, и о том, какие перспективы есть у обладателей диплома. А в компании «Газпром» добыча «Ноябрьск» сильны спортивные традиции. Более 4000 сотрудников и членов их семей ежегодно принимают участие в спортивных соревнованиях различного уровня. Для предприятия обеспечение комфортного и безопасного быта для работников – важный фактор развития. Далее материал с нового объекта на Чииндинском месторождении. Можно сказать, что для сотрудников компании «Газпром» добыча «Ноябрьск» спортивный зал – это объект первой необходимости. В компании сильны спортивные традиции, поэтому для газовиков Чиинды открытие спортзала стало долгожданным событием. Компания продолжает стремиться к тому, чтобы обеспечить быт и отдых сотрудников подразделений, представленных на Чииндинском месторождении. Для того, чтобы достойно работать, нужно хорошо отдыхать, восстанавливаться. На таком отдаленном объекте быть готовым развивать не только деловые компетенции, но и преуспевать в спортивных достижениях. Ежегодно в спортивных мероприятиях различного уровня участвуют до 4000 сотрудников компании и членов их семей.
Среди значимых спартакиада «Газпром-добыча Ноябрьск» проводится среди 14 подразделений компании. В 13 дисциплинах задействовано более 800 человек. А в отдаленных подразделениях спорт – это здоровое занятие и свободное время. В свободное время бывает не хватает какого-то развлечения, а тут такое место, где можно будет заниматься и спортом, и физически развиваться еще дополнительно. Первый футбольный матч произошел между командами службы корпоративной защиты и Чииндинского нефтегазопромыслового управления. Первое состязание в рамках спартакиады управления. Кроме игрового зала, в новом объекте предусмотрены тренажерный зал, сауны с комнатами отдыха, бильярдный зал, медицинский блок. Единовременно спортзал могут посещать до 80 человек. Обеспечение комфортного и безопасного быта сотрудников, которые трудятся в экстремальных климатических условиях, является важным обязательством компании. 5 лет со дня открытия отмечает исторический парк «Россия. Моя история». За это время парк стал площадкой для множества проектов и встреч. Выступал и в качестве концертной площадки, и поэтической мастерской. В честь юбилея исторический парк подготовил насыщенную программу, рассказывает Мария Крадушевская. Здесь нет ни фотографий в рамках, ни экспонатов, ни витрин. Вместо них здесь экраны, проекторы и сенсорные столы. Мультимедийный парк по праву завоевал любовь якутян. В год его посещает около 100 тысяч человек. За это время парк становился площадкой для разнообразных проектов и встреч, в том числе и всероссийского и международного масштаба. Выступал и в качестве концертной площадки и поэтической мастерской. За 5 лет музей сделал то, что можно было сделать за 50 лет, наверное, или за 100 лет существования нашей республики. Потому что время очень быстрое, оно моментальное, а вот виртуальный, скажем, музей или открывание кругозора, знаний, новых сведений о том, что нас окружает в виртуальном эквиваленте, оно ускоряет процесс, оно делает его всеобъемлющим. И оно влечет новое поколение, потому что новое поколение живет в реальном виртуальном мире, мире интернета, мире быстрой информации. В рамках юбилейных мероприятий здесь прошло межрегиональное совещание о роли исторических парков «Россия. Моя история» в историческом просвещении и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств, а также гости, руководители исторических парков сети из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Для нас очень значимо, что руководство республики уделяет большое внимание историческому просвещению, уделяет большое внимание не только федеральной истории, но и региональной истории. Сегодня мы осматривали выставку вместе с нашим большим коллективом, приехали руководители исторических парков из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы. Мы осматривали выставку, посвященную столетию республики. И, конечно, выставка производит самое благоприятное, самое сильное впечатление. В этот знаменательный день в музее открылась выставка «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена тем, кто защищал Родину, тем, кто не побоялся отдать жизнь за мирное небо над Россией. В нее вошли фотографии 82 солдатов, героев. Из них 38 якутян. Нам очень приятно то, что наших детей помнят, не забывают. О том, что это большой пример для подрастающего поколения. Своих детей мы воспитывали в духе патриотизма, и сейчас это очень важно. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» – это масштабный интерактивный исторический проект, созданный по инициативе Патриаршего совета по культуре и Фонда гуманитарных проектов, поддержанный президентом страны. Сегодня проект включает исторические парки в 24 регионах страны. Роль исторических парков в просвещении молодежи, несомненно, велика. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. В Русском театре готовятся к очередной премьере. На сцене покажут постановку «Араб Петра». Спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого». Премьера спектакля намечена на 11 ноября. А репетицию посетил мой коллега Александр Хавренко. Тема для спектакля выбрана не случайно. В «Арабе Петра» сошлись две исторически важные для России личности. Автор Александр Пушкин и главный герой император Петр I. Этот год у нас идет под эгидой 350-летия Петра I. Собственно говоря, это и было первым темой, почему мы взяли «Араба Петра Великого». Вкратце, да, это незаконченный роман Александра Сергеевича Пушкина. Понятно то, что театр Пушкина, пушкинская тема к нам, она очень близко всегда находится. И была такая задумка буквально года полтора назад, почему бы не взять именно этот материал. И как выясняется, то, что материал очень близок к сегодняшнему дню.
Для постановки спектакля пригласили режиссера Алексея Ларичева из Тюменского драматического театра. Алексей на протяжении многих лет сотрудничает с Русским театром, прекрасно знает его труппу, и у него есть свое видение на постановку. Мы хотим сделать такой человеческий проект, потому что очень редко связывают человека и Петра. Петр как функция, а у нас будет Петр как человек. Вот это некое отличие от всех Петров, которые были по первому, второму, ну и так далее каналу. Мы постараемся это сделать. Как правило, в спорах, когда люди не слышат, не понимают друг друга, они прибегают к каким-то таким аргументам. А вот Петр Первый бы, да, вот мы эту позицию тоже занимаем и как бы выставляем свою и претензию, и сверхзадачу обществу, конечно, да. Роль Ибрагима Ганнибала досталась актеру Степану Федоренко. Интересно, что на протяжении многих лет Степан в театре исполнял роль Александра Пушкина. И вот теперь ему предстоит воплотить на сцене образ предка великого писателя. В этом есть какая-то такая символизм какой-то такой от одного образа к другому. Посмотрим, как получится. Ну, для меня это очень интересная роль, потому что такой работы у меня еще не было. В этом даже что-то такое шекспировское есть, как, на мой взгляд, в образе Ибрагима. Это такой персонаж «Белая ворона», и при этом беззаветно преданный своей любви. Главная женская роль Натальи досталась Екатерине Зориной. В послужном списке Екатерины это уже третья роль в спектаклях по произведениям Александра Пушкина. До этого она играла в «Капитанской дочке» и «Барышне-крестьянке». Они друг друга дополняют, я бы сказала, потому что эпоха плюс-минус одна и та же. Как бы временной промежуток один и тот же. Поэтому как бы образ разный всех трех персонажей, конечно, но он объединен как бы и эпохой, и внутренним содержанием. Разумеется, это очень приятно. Пытаться разобрать классику и пытаться сделать персонаж таким, чтобы в зрительном зале он был понятен, близок. Премьера спектакля назначена на 11 ноября, и до этого времени в театре предстоит огромная работа. Сшить костюмы, завершить декорации, отрепетировать и прогнать весь спектакль со светом и музыкой. А зрителям запастись терпением в ожидании встречи с любимыми актерами на новом спектакле. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Далее смотрите рубрику «Между тем». Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем», и я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Сегодня в рамках программы «Фактор Z» поговорили с молодым военнослужащим одного из спецподразделений российской армии. Знаете, я ожидал увидеть и услышать некого человека в футляре, неспособного, возможно, выйти за поставленные рамки. И знаете, тем радостнее моя ошибка. Нет, со мной на равных говорил человек мудрый, уравновешенный, осознающий всю ответственность перед страной, перед сослуживцами, командованием, перед гражданским населением областей Украины, где проходит спецоперация, и даже перед противником. Насколько бы ожесточенными не были бои, всегда помнили, мирняк ни в чем не виноват, и даже ценой своих жизней старались не наносить урон гражданскому населению, говорил он. Насчет противника никогда не забывали, что солдат, к примеру, территориальной обороны по ту сторону линии соприкосновения до 90-х годов жил с нами в одной стране. И было некое ощущение профессионализма молодого человека. Уже 10 лет служит по контракту, ко многим вещам выработал свой особый подход, основанный на личном опыте. Олег, назовем его так, не преминул воспользоваться случаями, дал очень дельные советы для добровольцев и мобилизованных. Какие? Смотрите программу «Фактор Z». Увидимся.